Здравствуйте. Сегодня я предлагаю вернуться к теме, которая не раз уже поднималась в Эксах. Я имею в виду проникновение в Якутск религий, новых, скажем, относительно нетрадиционных, как сейчас принято говорить, для населения. В данном случае я имею в виду свидетелей Иеговы. Но вначале несколько слов о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Начну с новостей связи. Обе они неприятные. С сегодняшнего дня повышенные тарифы на телеграфные услуги. Слово в обычной телеграмме теперь будет стоить 1 рубль 10 копеек, а в срочной 1 рубль 65 копеек. Кроме того, за доставку одной обычной телеграммы телеграф будет брать 18 рублей, а срочной 27. По грубому подсчету получается, что это примерно 16% повысились тарифы. Примерно так. Зато остались прежними тарифы на телефонную связь. В январе, да. Зато в феврале в Якутске вводится повременная оплата разговоров. Тарифов всего 3. Самый дорогой из них 595 рублей. Горожанам дали 2 недели на то, чтобы отказаться от него в пользу более дешевых тарифов. Я сам сегодня был свидетелем того, какие гигантские очереди просто выстраиваются в центрах, где принимают оплату за телефонные разговоры. Чем-то, кстати, это напоминает достаточно далекую историю еще времен Валентина Павлова, премьера советского правительства, когда нужно было очень быстро, при нем я имею в виду, обменять большое количество наличных денег. А я подсчитал, что на заключение одного договора о тарифах уходит примерно 6 минут. Отсюда можно сделать вывод, чтобы все горожане могли успеть к 1 февраля, необходимо таких договоров заключать 4500 в день. Продолжу твою эту арифметику, потому что я тоже, честно говоря, подсчитывал, и получается, что 10 пунктов всего по приему платежей в городе, соответственно, 10 пунктов, где можно эти договоры заключить. 4500 в день на один пункт, если только не иметь в виду центральный, где несколько операторов, в остальных-то по одному человеку сидит. То есть получается, что они должны будут заключать в день по 450 договоров. Несложно посчитать, что 450 договоров на одного человека – это 77 часов рабочего времени. Не удивлюсь, если связисты сознательно затрудняют процесс заключения договоров, ведь им выгодно, чтобы максимально большое количество абонентов осталось на самом дорогом тарифе. А теперь о приятном. Правительство республики утвердило план строительства и реконструкции объектов в связи с 375-летием основания Якутска. В плане продолжения строительства инженерно-технического института, школы в Мархе, мостового перехода через озеро Сайсары. Планируется также реконструировать улицы Пояркова, Губина, Петровского, Богдана Чижика, Кальвица и Кузьмина. Будет проводиться переселение горожан из жилищного фонда, признанного негодным для проживания. Сегодня предлагаю вернуться к теме, которая не раз затрагивалась в Эксе. Я имею в виду проникновение в Якутске среди населения, внедрение нетрадиционных религий. В данном случае я имею в виду проникновение в Якутск свидетелей Иеговы. Несколько слов буквально скажу об этой религии. Иегова – это Иисус Христос, а самым существенным отличием этой религии, этого верования, учения от христианства заключается в том, что оно не признает каких-либо посредников между Богом и человеком, скажем, в виде священников. Последователи этого верования в 232 странах насчитывается больше 5 миллионов человек. Кое-где они запрещаются, в том числе и на территории России. В частности, в Москве несколько лет назад судом была распущена местная община свидетелей Иеговы. Случай, о котором пойдет речь в этой передаче, он произошел у нас, это, так сказать, наш местный случай, но сразу хочу сказать, что ничего кровавого или страшного здесь не было. Случай банальный, но тем не менее, мне кажется, очень и поучительный, и требующий вмешательства, может быть, людей, которые сейчас пока стоят в стороне от этого дела. Я слышала раньше про все это в нашей жизни, но никогда серьезно к этому не относилась. Почему? Но когда касается это дела меня, действительно, моей мамы, самого любимого, дорогого человека, я просто-напросто возмущена. По свидетельству одного из сайтов Русской Православной Церкви, свидетели Иеговы обязаны отказаться от переливания крови как средство спасения жизни как своей, так и родных и своих детей, от общепринятых праздников, включая религиозные, Новый год, 8 марта, День Победы, семейные и другие, а также от поздравлений с днем рождения, свадьбы или рождения детей. В то же время члены общины обязаны иметь или создать семью по религиозному признаку, посещать все сходки и собрания общины, заниматься проповедью по домам с целью вовлечения в организацию новых членов и, наконец, по несколько часов в день отводить чтению специальной литературы с обязательным заучиванием наизусть большого количества цитат.
Я, честно говоря, я думала, она вот по-настоящему верит в Бога, в православную церковь нашу, ходит в церковь и так далее. В какой-то степени я даже обрадовалась, потому что моя мама живет одна абсолютно в Покровске. И то, что начали у нее собираться, приходить люди какие-то. Ну да. А что вас больше всего насторожило вот в этом? В этом насторожило, что мама все-таки, она глухонемой человек, и вам объясню, что она в какой-то степени, ну даже неграмотна. Она от рождения глухонемая? Да, можно так сказать, она от рождения глухонемая, и что такое церковь, религия и так далее, это она вообще от таких понятий далека. И она несколько раз приезжала в прошлом году на эти собрания, на которые я, честно говоря, не обратила внимания. Зачем, почему, куда она ходит и так далее. Забеспокоилась, когда 31 декабря она должна была приехать ко мне на Новый год справить, либо пойти к внуку, но этого не случилось. И сестренка 1 января поехала в Покровск и узнала о том, что мама не поставила елку, не справила вообще Новый год. Это первое. Но, соответственно, она должна была приехать ко мне 6-го, приехав 6-го, я начала с ней разговаривать. Мама почему-то моя начала очень сильно нервничать из-за того, что вот я говорю, почему ты телевизор не смотришь и так далее. Кто это такие? Оказалось, что 2 девушки по имени Лена и Марина приехали к нам в Нерюнгри, собирают у моей мамы в доме, в Покровске, да, собирают этих всех глухонемых и изучают вот эту... Ну, вот эти учения. Да, эти учения. Соответственно, я попросила маму сходить, на какое собрание она пойдет и так далее. Да. Да. Утром, соответственно, у меня вот собака есть, мама его выгуляла, сказала, что в 9 часов поедет, представляете? Тут она решила в 8 часов собраться и убежать от меня. Вот как. Да, я говорю, ты куда? То есть она не хотела, чтобы вы Она, по-моему, не хотела совсем, потому что она нас подумала, ну, вообще не хотела меня с собой настроена была не брать. Это во-первых. Соответственно, мне пришлось быстренько одеться, собраться, поехать с ней. Мы встретились все на вокзале, глухонемые из поселка Покровск. И, соответственно, эта девочка с города Нерюнгри по имени Марина. Марина, увидев меня, вот это вот, как ее учительница, или даже не знаю, как ее назвать, она обрадовалась, похвалила очень мою маму, что она привела с собой дочь. Мы приехали в районе Сайсара в частный дом. Собралось, вы не поверите, человек 60-70. Так много? Так много. Вмешательства посторонних людей в дела семейные, в общем-то, в нашем обществе никогда не приветствовались. Ну, конечно, за исключением каких-то криминальных, возможно, мотивов и последствий. Что касается вот нашего случая, то Елена Токарь в этом криминала пока никакого не видит, хотя ее очень сильно смущает то, что с ее мамы и с других инвалидов вот эти приверженцы, свидетели Иеговы собирают какие-то деньги. А кроме того, требуют изменить свой, собственно говоря, образ жизни. Вот сегодня отказаться от елки, от Нового года, от праздников, завтра что-то еще. А что именно? Вот этот вопрос Елены Токарь пока остался без ответа. Они мне говорят, что это мамин выбор, это право ее и так далее. Я с этим не соглашусь, извините. И я с 7 лет, как я научилась разговаривать, я была как ее ушами, ее глазами, ее языком. Я везде ходила, где необходимо, переводила, в общем-то, очень многое. И никогда не возникал вот вопрос о церкви, религии. И мне пришлось отвезти вот в данный момент ее в церковь. Она в первый раз была, она сделала очень огромные глаза. Мне сказали, сюда нельзя заходить. Как это нельзя, мама? Это вот здесь, в Якутске? Да, я вот сразу же с 7 января мы пошли в церковь, где находится, возле автовокзала, туда к батюшке побежали, объяснила ситуацию. Лена, но сейчас вот она у вас ведь снова в Покровске, снова одна? Да, в данный момент она снова в Покровске, снова одна. Но в данный момент я как на своем уровне объяснила, все-таки достаточно, может, доступно для нее, чтобы она их не впускала. Но чтобы приходить в мой дом, извините, и что-то ей навязывать, какие-то свои идеи, и говорить, что это плохо, что это хорошо, это можно, это нельзя, не знаю. Поэтому я намерена увезти ее с Покровска, это однозначно, но меня беспокоено все-таки тем, что у нас в поселке Покровск есть девочка, пока не хочу ее имя называть, но она очень давным-давно глухонемая девочка. И психика ее довольно-таки уже, мне кажется, она, наверное, ну ненормальная уже, нездоровая вот в том плане. И мама ее обращалась уже год тому назад во все инстанции. Никаких результатов, ничего нет. И когда я посмотрела, вот, ну, пыталась законы о религии посмотреть и что-то такое, в действительности по законодательству как бы
я ничего против не могу сделать. И на сегодняшний день, ну, это очень страшно, я считаю, что вот мама попала в такую ситуацию, а еще страшнее того, что вот, ну, очень много глухонемых, вот, с которыми она сейчас в данный момент в Покровске общаются, вот им хотелось бы каким-то образом помочь. Может быть, я вот маму увезу куда-то, куда-то привезу, да, но эта проблема-то останется, понимаете? И она общается с этими глухонемыми. И они все вот это одержимы одной идеей. Свидетель Иегова, Бог Иегова. Елена Токарь пока остается одна вот в этих своих разбирательствах, что же на самом деле происходит с ее мамой. И в то же время она уверена, что на самом деле людей, которых терзают те же самые сомнения, мысли, на самом деле много. Она оставила в нашей редакции свои координаты, и я могу помочь вам связаться с ней, если у вас возникла такая же ситуация. По телефону 22 54 67. На сегодня все. До свидания.